На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова. Я Владимир Юрьевич Мартов, бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. З вами журналістка Радыё Свабода Ганна Соус, і вы слухаеце падкаст Владимира Мартова. Ён прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі лекараў. Мартаў адным з першых у Беларусі адкрыта распавёў аб рэальнай сітуацыі з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі кантракт, паколькі ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. Мы записываем гэты падкаст падчас чацвёртай хвалі каранавірусу. Па словах Владимира Мартова, улады сустрэлі яе, як і першую, непадрыхтаванымі. Як і ў сакавіку 2020-го няма дакладнай статыстыкі, людзі цяжка хварэюць і паміраюць. Многія бальніцы перапрафілююць для лячэння пацыентаў з каранавірусам. Адсутнічаюць арганізацыйныя супрацьэпідэмічныя меры, якія, на думку Мартава, павінны перамагчы каранавірус. І зноў жа ўсё трымаецца на гераізме медыкаў. Каб зразумець, чаму так адбываецца, трэба вярнуцца да таго, як все пачыналася. А все пачыналася ў Віцебску, медыкі якога першыя прынялі ўдар. Глава 1. Начало. Первые пациенты с коронавирусом в Республике Беларусь появились, вероятно, в конце февраля 2020 года. И не у нас. До нас доносились только отзвуки далеких боев. Мы искали информацию, опрашивали у коллег, что и как. У нас были свои люди за рубежом, от которых мы узнавали подробности. 5 марта я опубликовал на YouTube-ресурсе «Медицинская литература» достаточно оптимистическое сообщение. Ну и мы в своей работе вспоминаем грипп 2009 года. Это было очень страшно. Мы похоронили тех, кто вообще умирать не должны. Не старики больные, там ослабленные, а там здоровые крепкие мужчины, беременные женщины. Тогда это был такой вот всплеск. И это вспоминается с ужасом, при том, что тоже готовились. И я надеюсь, что сейчас наша подготовка вот и организационная, и интеллектуальная, к коронавирусу, она будет все-таки на большей высоте. Но как-то личное впечатление, что неизбежимо, в общем-то, накроет нас этим коронавирусом. Мы им переболеем. Кто-то, конечно, переболеет тяжело. Это, будет очередная вирусная какая-то эпидемия, не эпидемия. Какой-то всплеск. Пока ее, кстати, нет. Мы ждем. Я наивно понадеялся, что в отличие от эпидемии гриппа 2009 года, эту пандемию мы встретим лучше. И интеллектуально, и организационно все-таки готовились. В общем-то, я был прав, когда сказал, что современная подготовленная медицина должна справиться с коронавирусной пандемией. Так и было много где. Конечно, был ужас, но не ужас. Вопрос в том, почему я решил, что наша медицина в Республике Беларусь современная и подготовленная. Наличие современной аппаратуры и даже подготовленных врачей и среднего медперсонала – это еще не современная медицина. Медицина – это в том числе организация, координация и кооперация. В Витебске первой приняла коронавирусных пациентов областная инфекционная больница. Первые пациенты, прибывшие из Италии, были своевременно изолированы, попытка вспышки оказалась погашена. Самый тяжелый пациент, топ-менеджер Марка, попал на искусственную вентиляцию легких. На его спасение были брошены лучшие врачи-реаниматологи области, организовали индивидуальный пост. 13 марта даже прошла ложная информация, что он умер, было опубликовано официальное опровержение. В итоге его спасли в прямом смысле слова. Вот что значили индивидуальный подход и персонализация лечения. А в это время в Витебск возвращались из поездок многие, привозя с собой вирусы. Этих больных становилось все больше, заболевали семьями. А инфекционная больница оказалась забита контактами первого уровня. Даже не больными, а просто изолированными. Семейную пару из одной квартиры нередко просто разлучали. Жена, например, плюсовала, то есть ее ПЦР-тест оказывался положительным, и госпитализировалась в подготовленный инфекционный стационар. А ее муж с отрицательным, ложно-отрицательным результатом ПЦР ехал в обычную больницу, первую городскую, где никаких эпидемических мер еще не предпринималось. Так обычные неинфекционные стационары становились очагами распространения инфекции. Мой коллега РВ лег на обследование и лечение в урологию областной больницы 23 марта. Ему была запланирована операция, но накануне операции его срочно выписали 3 апреля, так как вокруг стали заболевать пациенты. Он даже вышел на дежурство 4 апреля в моей больнице скорой помощи. Но вирус уже поселился в его организме, и вскоре этот мой коллега попал к нам с тяжелой коронавирусной пневмонией.
Он проболел весь апрель, май, весь июнь он восстанавливался в отпуске и вышел на работу только 5 июля. Это оказалось стандартной ситуацией. Пациенты с коронавирусной пневмонией попадали в стационары, в которых еще продолжались плановые операции. Банальные грыжесечения, флебэктомии, холецистектомии и даже целиком и полностью офтальмологическое отделение областной больницы. И это отделение становились очагами дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Люди после банальной флебэктомии становились жертвами новой коронавирусной инфекции в самом прямом смысле слова. Руководство до последнего надеялось разделить коронавирус, который требовал серьезных противоэпидемических мероприятий, и просто ОРВИ, и просто пневмония. На этом все строилось. Однако чем дальше, тем больше температурящие пациенты. Это было не просто ОРВИ и не просто пневмония. Звучащие симптомы ОРВИ означали высокозаразную новую вирусную инфекцию. Подтверждение новой инфекции запаздывало, страдало неточностью. И медперсонал в первом окопе, лишенный средств индивидуальной защиты, слег поголовно. Оказалось, что профессия эпидемиолога в нашем городе, а может быть и в стране, совсем исчезла. Потом мы обсуждали эту ситуацию с одним профессором. «А что вы хотели?» – сказал он. «Если санстанция была приучена к сокрытию инфекций, а не к их выявлению и не к их контролю, какая после этого эпидемиология?» 11 сакавіка 2020 году Сусветная арганізацыя здароўя абвясціла, што распаўсюджанне каранавіруснай інфекцыі ў свеце можна ахарактарызаваць як пандэмію. Улады Італіі тады абмежавалі перасоўванне па краіне. 12 сакавіка ў Чэхію вялі надзвычайнае становішча праз пандэмію. У Нямецчыне канцлерка Ангела Меркель заявіла, што каранавірус закране 60% немцаў. Ва ўкраіне все навучальныя установы зачынілі на 3 тыдні на каранцін. А ў Беларусі Александр Лукашенко заклікаў не ствараць ажыятаж і не купляць лекі ці медычныя маскі. Ён сказаў, што маскі павінны насіць толькі пацыенты, каб знізіць рызыку заражэння навакольных. У гэты час у Витебску. В марте еще ходил грипп. Я сам заболел им, посетив Минск 13 марта для прощания со своим учителем, профессором Кирковским. Слава богу, флустоп был под рукой, и я выкарабкался на следующий день. Так быстро выздоровел, что даже приехал в Минск читать очередную лекцию на кафедре трансплантологии 18 марта. Это была едва ли не последняя лекция в Белмапо, Белорусской академии постдипломного образования, на последнем перед коронавирусными ограничениями курсе, после чего курсы были приостановлены на полгода. Грипп я даже застал в кожвендиспансере, когда уже вовсю повалил коронавирус. Буквально через несколько дней стало видно даже на глаз, где грипп, а где корона. И очень жалко было пациентов, которые при явном гриппе бежали за орбидолом, а не принимали азельтамивир или флустоп. Похоже, орбидол убил немало пациентов, которым помог бы своевременный прием азельтамивира. А потом грипп исчез, и остался только коронавирус. Исчезновение гриппа произошло очень быстро, буквально за неделю-две, у меня на глазах, потому что я уже тоже оказался в первых рядах, хотя и не на острие главного удара. Тым часам Александр Лукашенко на нарадах з урадам прапаноўвае свае спосабы лячэння каранавіруснай інфекцыі. Гэта гарэлка, сауна и трактор. Я человек не пьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Сегодня сходите в сауну сухую. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 не выдерживает. Не бегайте по аптекам и не скупайте там маски, спецодежду или какие-то лекарства, потому что отравитесь от этих лекарств. А маски раскупите, что зазря. Не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе. Приятно смотреть по телевизору. Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит. Пазней да гэтых ненавуковых парадаў дадасца рэкамендацыя лячыць каранавірус сырам. А ў 2021 годзе Александр Лукашенко агучыць гіпотэзу пра тое, што ковід лечыць рак. З тым, што адбываецца, і з тым, што адбывалася ў шпіталях у сакавіку 2020-го, гэта мала звязана. Доктор Мартаў працягвае. Глава 2. Кожвендиспансер. Во второй половине марта мне позвонил начальник облздрава с задачей нужно помочь организовать помощь пациентам на базе кожного корпуса кожвендиспансера на улице Сурожскую. Сразу была поставлена задача попытаться организовать там точки подачи кислорода. Туда даже выделили аппарат искусственной вентиляции легких. За мной заехала машина, мы подобрали по дороге 2 инженеров по кислороду из первой городской больницы и поехали в КВД.
Областной роддом передал в КВД аппарат ИВЛ. Областная больница – старенький маломощный концентратор кислорода. Полная противоположность тем концентраторам, которые мы получили осенью 2020 года с началом второй волны. Но это мало помогло. Все попытки наладить кислород по-быстрому закончились провалом. Не было технических возможностей. Я связался с заместителем начальника облздрава. Очень интересно было наблюдать, как медики мечутся и пытаются найти решение серьезной проблемы, а инженеры, специалисты по кислороду, просто курят бамбук. Нельзя и все. Поначалу корпус кожвендиспансера на улице Сурожской планировали отдать под наблюдение за пациентами контакта первого уровня. Неожиданно решение было изменено. Теперь туда планировали направлять уже пациентов с пневмониями. Я видел вытягивающееся лицо начмеда кожвендиспансера. К такому повороту он, конечно же, был не готов. Я как раз сидел у него в кабинете, приехал с целью организовать взаимодействие своих реаниматологов и дерматовенерологов. Потом наступил тот знаменитый для меня день 22 марта, воскресенье. Накануне я вернулся из деревни, очень волновался и переживал, как впервые войти в инфекционный госпиталь. Снились кошмары, но я понимал, нужно выдвигаться на помощь дерматовенерологам. А то что они будут делать одни с пневмониями? Через несколько дней дерматовенерологов усилили терапевтами. Терапевты из поликлиник были слабо подготовлены для работы в стационаре, но наши терапевты из БСМП стало важным подспорьем. Помощь реаниматологами и терапевтами была важной и существенной. Когда я приехал в КВД, из средств защиты медперсонала не было ничего, даже лицевых марлевых масок в нужном количестве и по размеру. Перчатки, фартуки, халаты были в наличии, тапочки и костюмы свои. Что такое средства индивидуальной защиты, он же противочумный костюм ПЧК, даже не слыхивали. Гэта адбывалася ў Віцебску 22 сакавіка 2020, а за 9 дзён да гэтага на прэсавай канферэнцыі чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя заявлялі, што ўсе медычныя работнікі ў краіне забяспечаныя сродкамі абароны ў поўнай меры. Вось што сказала 13 сакавіка 2020 году тагачасная намесніца міністра аховы здароўя Алена Богдан. На сегодняшний момент заболевших медицинских работников у нас нет. Но как контакты первого уровня, естественно, мы наблюдаем медицинских работников, потому что они контактировали с этими пациентами. Это абсолютно естественно. И плюс еще наши медицинские работники, которые работают в инфекционной Минской инфекционной больнице и в других учреждениях, это Гомель, Витебск и Гродно, эти наши медицинские работники в обязательном порядке с достаточно высокой кратностью проверяются на коронавирус даже при отсутствии жалоб и каких-то клинических проявлений. Это тоже одна из наших мер. Помимо того, что они у нас все обеспечены средствами защиты, они все работают в специальных защитных костюмах, в очках, в масках, в бахилах, в перчатках, когда контактируют с пациентами, но мы еще и в обязательном порядке проводим их обследование. Прэсавай канферэнцыі аб сітуацыі з пандэміяй прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя праводзілі ў жывым эфіры да канца красавіка 2020 году. Пасля гэтага адкрытыя зносіны з журналістамі спыніліся. Ёсць толькі афіцыйная статыстыка ў тэлеграм-канале Міністэрства аховы здароўя ці каментары медыцынскіх чыноўнікаў дзяржаўным СМІ. А мы вяртаемся ў Віцебск у сакавік 2020 году. Там доктар Мартаў з калегамі лечыць хворых каранавірусам у скурна-венералагічным дыспансеры. Для дежурства в КВД я выбрал самых своих таких коллег, кого не жалко. Себя, мне был 51 год, Шипунова 57 и Плешкова, чуть младше 50. Через неделю Шипунов заболел, но отлежался, еще через неделю вернулся в строй. Мои коллеги называли его «Бессмертный» и Дункан Маклауд. Мне в какой-то момент тоже было очень нехорошо на дежурстве 26 марта, но я перетоптался. Сейчас я думаю, что это была такая прививка. Похожие ситуации случались позже еще с некоторыми моими коллегами, когда им пришлось столкнуться без защиты с коронавирусными пациентами. Плохо, даже несколько дней, но перетоптались. В КВД я видел первую истерику пациентки, которая бегала по коридору с температурой 39 и кричала, что ей плохо и ей ничего не помогает. Я уже тогда увидел, что она скоро погибнет. Так и случилось. На завтра ее перевели в другую больницу, где она вскоре умерла. Вообще, в лечении пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией для благоприятного исхода очень важно было правильно себя вести. Мой коллега РВ, который заразился коронавирусом в урологии и которого я уже упоминал, поначалу молодцевато делал зарядку, несмотря на все увещевания просто лежать и экономить силы. Оттого так надолго и попал в больницу.
Позже мы сравнивали болезнь с восхождением на Эверест. Кстати, Шипунов горный турист, покорял Эверест и хорошо представляет, что такое кислородное голодание. На Эвересте никто не делает зарядку, и основной ресурс – это кислород и экономия сил. Периодически в КВД заканчивались необходимые лекарства. Машиной скорой помощи из моей БСМП мы оперативно передавали в КВД парацетамол и антибиотики целыми коробками. У гэты час Александр Лукашенко гуляў у хакей. Спартыўныя мерапрыемствы ў Беларусі ніхто не адмяняў. І калі журналістка дзяржаўнага каналу спыталася ў яго, а ці ёсць нешта, што можа спыніць яго выхад на лёд, Лукашенко адказаў: А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. А ў Віцебску на каранавірус хварэлі медыкі. Яны добра ведалі, як распаўсюджваецца вірус і наколькі ён небяспечны. Позже вернулся из отпуска главный врач КВД, звонил мне. Но все, чем он был озабочен, это выявление у себя любимого коронавируса. Искал, где сделать КТ легких и ПЦР, искал причины взять больничный и пересидеть заразу. А подчиненные его, которые приняли первый удар с одной винтовкой на троих, многие тогда заболели, в том числе начмед и его жена, тоже медработник. Они выжили. Доктор Мартаў на вайне з COVID-19. У наступным выпуску. Першая афіцыйная смерць ад каранавірусу і абразлівыя каментары Лукашэнкі. Паніка ў Віцебску і візіт міністра Караніка. Медыкі масава хварэюць на каранавірус.